Добрый день, уважаемые члены жюри и участники конференции. Меня зовут Николаев Александр. Я ученик 11 класса ГУБУ Якши. Мой руководитель – это Просимова Варвара Дмитриевна, учитель русского языка и литературы. Тема моего выступления – это игры ДГН как фактор патриотического воспитания. Во все времена, начиная с Древней Руси, основой духовного единства государства был и остается патриотизм, который с особой силой проявлялся в самые тяжелые для Отечества годы. Об этом можно найти много примеров в истории страны. Великий русский писатель Николай Чернышевский подчеркивал, что историческое значение каждого человека измеряется его заслугами Родины, а человеческое достоинство силой его патриотизма. Патриотизм – это на время забытое понятие, стремительно возвращается в наш повседневный образ жизни. Прошли времена, когда молодые люди не хотели служить в армии. Теперь охотно идут на службу, осознавая свой священный долг защищать Родину. Кузницей подготовки к жизни России в российской армии являются кадетские школы и классы, численность поступающих, которая растет с каждым годом. Патриотизм может быть залогом верности памяти наших отцов и дедов, верности традиции российской государственности. И эту способность надо вырастить, укультивировать в детях и подростках. Выполнить эту задачу возможно, используя народный опыт воспитания. Нас интересует вопрос о воспитании воинов и то, что осталось в нашей современной жизни от тех далеких времен воспитания мальчиков. Актуальность работы. Изучение исторического военного наследия предков для патриотического и физического воспитания будущего защитников Родины. Целью работы является выявление общих и специфических особенностей воспитания и обучения древних воинов народа Саха и найти сходный пример в современной жизни. Задача исследования – выявить методы воспитания и обучения древних воинов, сделать схожие моменты в современной жизни, сделать вывод. Новизна выполненной работы заключается в том, что до настоящего времени отсутствовали научные исследования, нацеленные на сравнение методов и приемов воспитания и обучения древних воинов и современных мальчиков. При этом основной материал исследований составляли данные, полученные с разных источников. Объект исследования. Народный метод воспитания предметом исследования являются методы и приемы обучения древнего воина, игры ДГН. Теоретические базы исследования прослужили труды Федора Васильева, военное дело якутов, Вацлава Серешевского, якуты. Век Кыргыза диктовал свои жесткие условия. Прежде всего, общество должно было обладать хорошо обученной и вооруженной дружиной, потому на обучение воина обращали самое серьезное внимание. Батурами становились прежде всего дети, людей, принадлежащих Тоянату. Серьезное обучение было доступно лишь детям представителей военного наследия. Таким образом, воинами становились избранные и получали особое воспитание. Большое место в переданиях Тыгыни Дойоне занимает мотив поединков и состязаний ради прославления своего племени. Тыгын, могущественный вождь конголазцев, не терпит соперничества. Он и его люди всегда должны быть первыми и в поединках, и в спортивных играх. Тыгын часто приглашает чужеродцев и устраивает ИС, где организуются состязания в силе, ловкости, беге и прыжках. Войны, грабежи, беспорядки, необходимость совместной защиты заставили мало-помалу сблизиться разъединенные экономическими причинами рода путем символических праздников и обрядов поддерживать рушащуюся связь. Коренные народы всегда жили в экстремальных природных климатических условиях. Тяжелый и сложный характер труда при занятиях скотоводством, земледелием, охотой, оленеводством, коневодством создали большой арсенал физических упражнений, игр и состязаний. Отсюда возникали национальные виды спорта. В 1927 году по постановлению областного комитета Всероссийской коммунистической партии большевиков были проведены летние праздники ИСАФ, обязательной частью программы которого стали спортивные состязания. Эта дата считается днем рождения национального вида спорта Якутии. С 1995 года соревнования переименованы в игры ДГН и проводятся ежегодно в рамках ИСЭХа Туймады на ипподроме города Якутска. С 1998 года на Ющхаты. Некоторые виды соревнований менялись в разные годы, такие как Кулунтарды, Беремедайдах, Сюрю, но неизменно остаются виды Үстүгүлүс, Тутумергир, Хапсагай, стрельба из лука, перетягивание палки, бег за девушкой, поднятие камня. И сейчас, как и раньше, игры ДГН имеют большое значение в воспитании юношей. Если в древности главной роль праздника ИСЭФ в основном заключалась в сближении родов для того, чтобы защищаться от внешнего воздействия негативных факторов, сегодня же ИСЭФ – это обрядовый праздник, в котором можно усмотреть основу духовного и нравственного воспитания молодежи, в особенности как патриотического, ведь во все времена актуально воспитание защитника Родины.
Победители игр Дагына становятся поистине народными героями и любимцами самой широкой публики стар и млад, знает их в лицо. Гордится такими батурами. Легендами игр Дагына называют многократных победителей. Иннокентия Макарова, Николая Дьякона, Ивана Белолюбского, Егора Филиппова. Заключение. В научной литературе народного фольклора очень мало сведений об обучении древних воинов. В нашей работе мы пытались найти связь между обучением древних воинов и современными играми Дагына. До нашего времени дошли некоторые виды обучения военному делу, как национальная борьба, хапсагай и игры батуров, названные играми Дагына в честь основателей спортивных состязаний. Это и есть продолжение традиций древних воинов. Патриот своей родины должен знать национальные виды спорта своего народа. Мы убеждены, что народные методы обучения помогут воспитать суверенных патриотов. Список использованной литературы. Спасибо за внимание.